В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Якутии конфликт пограничников и оленеводов. В Японском море пограничников и браконьеров. В результате взрыва в Якутске погиб рабочий. Следственная группа выясняет причины произошедшего. Дорожный пирог. В Якутии задержан очередной сотрудник Укравтодора. Подозревается в получении взяток. Рост в 10 раз. В Алданском районе думают, как решить проблему с детским алкоголизмом. А в Мирном детям наливают молоко. В районе действует программа, где первоклашкам помогает молочный завод. И о погоде. Снег в середине сентября. Норма ли это и где еще ждать похолоданий? В обзоре нашего корреспондента. Уполномоченная по правам малочисленных народов в Якутии Елена Иванова потребовала разобраться в ситуации с задержанием оленеводов пограничными службами. Напомню, пограничники в Устьянском районе задержали оленеводов в тундре за нарушение паспортного режима. В итоге им предстоит преодолеть тысячи километров, чтобы вернуться домой. На оленеводческой базе участка Чуркан, находящейся в 50 километрах от села Юкагир, прилетел вертолет с пограничной службы. Сотрудники потребовали предъявить паспорта, но, к сожалению, документы при себе имел только один из мужчин. На просьбу людей, ведущих традиционный вид хозяйствования, вывести их в родное село, где все необходимые документы они могли бы предоставить, пограничники ответили отказом. Было принято решение доставить оленеводов в Тикси, где после оформления протоколов мужчин оставили в незнакомом поселке на произвол судьбы. Только что мы разговаривали с оленеводами, сейчас они готовят заявление, мы будем подавать это в Булунский районный суд по месту проведения административного дела об опротестовании. Плюс, значит, мы подготовили, вернее, уже направили в пограничный пункт в поселке Тикси с тем, чтобы они предоставили нам протокол административного задержания, протокол административного правонарушения и протокол изъятия мамонтовой фауны. То есть этих протоколов нет на руках, у них только есть постановление о административном правонарушении. Похожая ситуация случилась в водах Японского моря, где российские пограничники подверглись нападению со стороны северокорейских браконьеров. Военнослужащие получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на смотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ задержала за браконьерство 2 рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Возбуждено уголовное дело. В Якутске при взрыве парогенератора погиб рабочий. Все случилось на улице Чеченко, где 2 мужчин проводили работы по пропарке свайного поля. Во время работ произошел хлопок, при котором 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Второй пострадавший доставлен в больницу. Его личность в настоящее время устанавливается. На месте происшествия работают следователи и экстренные службы. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины 1983 года рождения при хлопке парогенератора в городе Якутске. По данным следствия, 18 сентября 2 мужчин проводили работы по пропарке свайного поля на участке, расположенном на улице Чеченко. Во время работ произошел хлопок, при котором 36-летний мужчина погиб, второй пострадавший доставлен в медучреждение. Его личность в настоящее время устанавливается. На месте происшествия работают следователь СКР, следователь-криминалист отдела криминалистики, регионального следственного управления, а также экстренные службы. По данному факту в рамках проводимой процессуальной проверки следователи восстанавливают картину произошедшего, выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По подозрению в получении взяток в крупном размере задержан бывший ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела эксплуатации компании «Укравтодор». Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому инкриминируют сразу 2 эпизода преступлений. По данным следствия, в сентябре 2016 и в апреле 2017 годов подозреваемый потребовал от генерального директора компании, которая выполняла дорожные работы по госконтракту на автодороге АМГА, денежные средства за беспрепятственную приемку работы и последующее перечисление денег данному предприятию из ГКУ.
Сегодня произошли кадровые перестановки в компании «Якут-Курорт». Поводом послужили многолетние скандалы вокруг санатория «Хату». Огромные долги предприятия на сегодняшний день составляют более 300 миллионов рублей, из них более 9 миллионов задолженность по заработной плате. Люди сегодня даже вынуждены были выйти на митинг. В ситуации разбирался наш корреспондент Александр Хавренко. Санаторий «Хату» вот уже несколько лет находится на грани банкротства. Здание, построенное в 90-е годы, давно требует капитального ремонта. У предприятия многомиллионная задолженность перед поставщиками коммунальных услуг, налоговыми органами и перед своими работниками. Главный учредитель санатория, Федерация профсоюзов Якутии, приняла решение обратиться к главе республики с просьбой принять санаторий «Хату» на баланс государства. Иначе предприятие просто не выживет. Ситуация достаточно сложная. Задолженности у нас где-то под 30 миллионов. И то, что нас главное волнует, это задолженности по заработной плате, которые составили более 9 миллионов рублей. Как общественная организация, к сожалению, не можем сейчас изыскать средства, как учредитель помочь проведению капитального ремонта, которое достаточно объемное. Пока учредители решают, что делать с санаторием, работники грязелечебницы выходят на митинг. Требования у них вполне очевидны: сохранить здание и санаторий, получить, наконец, зарплату. 3 года у нас мучения со всем зданием, зарплатой. В общем, тянули мы. Но уже тянуть больше некуда. О наших проблемах знают все, от нижнего до высшего эшелона. На митинг приехал и Николай Дегтярев, который сообщил, что нынешний директор Елена Федорова освобождена от занимаемой должности. Новым руководителем «Хату» назначен Вячеслав Григорьев. Перед новым руководителем поставлена задача решить вопрос по заработной плате и вопрос о передаче санатория «Хату» на баланс республики вместе со всеми долгами. Если мы не решим правительственно этот вопрос, то однозначно мы будем уже тогда продавать здание с целью покрытия всех задолженностей. Не только по заработной плате, но и по остальным кредиторам. Но мне бы очень не хотелось дойти до крайности и продажи этого здания. А пока все эти вопросы решаются, здание санатория отключили от водоснабжения, отопления и электричества. Всех работников отправили в вынужденный отпуск. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутске часть жилфонда и соцобъектов по-прежнему находятся без тепла, несмотря на то, что официально старт отопительному сезону в столице был дан 15 сентября. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. 99,8% – таковы данные мэрии Якутска по подключению жилфонда к теплу. Однако в самом центре города люди мерзнут. В аварийном доме по Шавкунова тепло вроде бы начали давать еще с прошлой пятницы, но до сих пор не в полной мере. Батареи едва теплые. И нам включили, получается, только в воскресенье. Да, ближе к вечеру уже. Мы уже обрадовались и думали, что так тепло будет, хорошо. Немножко они как бы нагрелись, да, дом в квартире чуть-чуть стало теплее, и все. А со вчерашнего дня где-то, ой, сейчас я скажу, после, наверное, часов 6 вечера они вообще начали остывать. И все, и они даже не нагреваются. Холодно. Дома опять холодно. Люди буквально оставлены на произвол судьбы со своими проблемами. Из-за ошибки сотрудников мэрии дом, который должен был быть признан аварийным еще до 1 января 2017 года, не может до сих пор пойти под снос. Теперь жильцы вынуждены жить еще несколько лет в холодном, плохо отапливаемом аварийном доме. Я сходила в ДЖО, я забрала все там документы, они мне все это, копии сделали. И там написано, да, что ваш дом как бы принят 17-го, но это же ихняя ошибка. Они же с этим соглашаются же, но при этом ничего не делается. А вот новый дом на Короленко 25. И тоже уже с проблемами. Из-за долгов как застройщика, так и жильцов перед ресурсоснабжающими организациями дом до сих пор не подключен к теплу. Так как дом только частично введен в эксплуатацию, жильцы не хотят платить по коммунальным услугам. И получается замкнутый круг. Обещают, сказали, все хорошо будет, до сих пор нету, уже октябрь на носу, сентябрь кончается, вот так. Зима уже близко, температура ночами опускается ниже нуля. Люди вынуждены использовать обогреватели почти круглосуточно, а это не только дополнительная оплата за свет, но и особенно в деревянных домах угроза возгорания. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск.
В Алданском районе количество школьников, употребляющих спиртное, увеличилось в несколько десятков раз. Такие данные приводят врачи-наркологи. Решение проблемы ищут совместно с полицией, родителями и школьниками. Одно из таких профилактических мероприятий посетила и наша съемочная группа. Репортаж Татьяны Вахниной. Количество школьников, употребляющих спиртное, растет. Ежегодно имеет место летальный исход. Таковы данные статистики. За помощью к врачам подростки обращаются еженедельно. За летний период в отделение реанимации в тяжелом состоянии поступило 6 школьников. Самой юной пациентке исполнилось всего 12 лет. Последствия, конечно, очень печальные. Сейчас я знаю, что эти 6 подростков, они находятся на реабилитации. Родители их увезли за пределы города Алдана. Увезли в другой город на реабилитацию, потому что воздействие на здоровье оказало очень сильно. Наркологи регулярно посещают школьные родительские собрания. С мамами и папами специалисты ведут беседы о том, что во многих случаях проблемы произрастают из бесконтрольности. Родители зачастую не знают, чем занимаются дети в свободное или целенаправленно освобождаемое от учебы время. Призываю просто родителей сейчас активно участвовать в жизни детей, особенно подростков. Я понимаю, что возраст, компания. Большинство родителей убеждены, что знают о своих детях практически все. Как сын или дочь проводят свободное время, с кем дружат, чем увлекаются и на какие вопросы ищут ответы. Когда ничего, кажется, не предвещает беды, мамы и папы пребывают в непоколебимой уверенности, что чаша алкоголя их отпрысков минует. Мои дети очень многим занимаются внеурочной деятельностью. У них очень много секса, у них просто нет свободного времени. У них постоянно какие-то кружки, какие-то занятия. Активная работа по пропаганде здорового образа жизни ведется в учреждениях образования. Однако запреты и предостережения, действующие в стенах школы, как-то быстро тускнеют и забываются, когда подростки собираются вне класса. Конечно, она проводится, но все равно это зависит все равно от детей и от компании их. Если их компания куда-то завлечет, плохая компания, то это даже родители могут не досмотреть. Врачи советуют родителям также учить детей не теряться в экстренных ситуациях и не бояться обращаться за помощью к взрослым. Если ребенку становится плохо, компания быстро расходится, разлетается, то есть нет помощи этому подростку. Страх руководит им в первую очередь. Пожалуйста, ничего не бойтесь. Пьянство молодеет. Если несколько лет назад на учете в Алданском психоневрологическом диспансере состояли всего 2-3 подростка, то в прошлом году работа велась с 1,5 десятком несовершеннолетних. Помощь оказывается не только детям. Врачи патронируют семьи в целом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Тем временем Минпросвещение России уточнило правила установки видеокамер в школах и детских садах. Напомню, что в ноябре на портале «Российская общественная инициатива» заканчивается голосование с петицией о введении обязательной видеорегистрации в начальных, школьных и дошкольных учреждениях. Главным условием применения средств видеонаблюдения сейчас является согласие всех участников образовательных отношений, включая сотрудников организаций и родителей. В перспективе будет составляться паспорт безопасности здания, где указываются, кроме прочего, количество и местонахождение камер слежения. Согласие или несогласие родителей в данном деле не требуется и во внимание не принимается. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». В Мирном детям наливают молоко. В районе действует программа, где первоклашкам помогает молочный завод. Условия для учителей. В Ленский район продолжают прибывать педагоги, где в рамках муниципальной программы им создают условия. И о погоде. Снег в середине сентября. Норма ли это и где еще ждать похолоданий в обзоре нашего корреспондента. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Молоко, йогурт и снежка – таков ассортимент питания школьников Мирнинского района. В рамках муниципальной программы «Местный молокозавод» вот уже 3-й год снабжает всех первоклашек района молоком. Но, как показала практика, не все ребята любят молоко, поэтому в школьную линию ввели выпуск ягодного йогурта и снежка. Каждый учащийся получает в неделю 800 мл молочной продукции. Специально для школьников специалисты завода продумали яркий дизайн этикетки и маленькие бутылочки, рассчитанные на 200 мл продукции. Завод находится в городе Мирном. 2 раза в неделю 10 тонн молочного продукта отправляются на север района, чтобы снабдить учеников и жителей других поселений.
В Ленск продолжают прибывать учителя по программе поддержки специалистов. В этом году 12 молодых и 4 опытных педагога прибыли в Ленский район. Как встречают коллег и на каких условиях учителей принимает местная власть, рассказывает Анна Кожевникова. Если школы Ленского района в этом году пополнили более 500 новоиспеченных учеников, то новоиспеченных учителей почти в 10 раз меньше. Ежегодно образовательные учреждения с удовольствием готовы принять в свои ряды выпускников педагогических вузов и СУЗов. К сожалению, молодые специалисты в Ленский район особо не спешат, хотя поддержка со стороны муниципалитета оказывается немалая. 12 молодых специалистов у нас пока по предварительным данным, и 4 специалиста со стажем в район прибыло. В прошлом году их было 13 человек, позапрошлом 17. То есть практически на уровне остаются прибытие молодых специалистов. Это большая работа руководства школ и, конечно же, поддержка местной администрации молодым специалистам. Это различные социальные программы, это через некоторое время они могут стать на очередь на получение жилья. В начальную школу СОЖ номер 2 в этом году прибыло 3 педагога из других регионов. 2 из них уже со стажем, а 1 – выпускник педагогического СУЗа. Екатерина Даучансян, уроженка Алекминска. После окончания педколледжа в Якутске работу в родном городе не нашла. Приняла решение переехать в Ленск. И, как рассказывает, не пожалела. Уезжать я не собираюсь. Я решила здесь остаться как можно подольше. Так, планирую вот этот класс выпустить и набрать новых деток, то есть дойти с ними до конца. Также планирую получить высшее образование заочно. Заявление на предоставление квартиры я уже написала, процесс вроде идет, я пока точно не знаю. А насчет подъемных я слышала, но у меня не было времени обратиться. Не только ученики привыкают к школе. Адаптационный период идет и у вновь прибывших специалистов. Педагогический состав образовательного учреждения в первое время оказывает содействие во всем и помогает решать возникшие вопросы. Ну а затем обязательно будут назначены наставники, и они уже будут помогать коллегам, вот Екатерине Владимировне, входить в нашу педагогическую профессию. Но Екатерина Владимировна за 2 недели работы и за 2 недели общения с ней показала себя как неравнодушный учитель, который понимает и знает детей. О высокой квалификации педагога лучше всего говорят отзывы детей. Ученики с первого дня полюбили Екатерину Владимировну и стараются не огорчать свою учительницу плохим поведением и неудовлетворительными оценками. Екатерина Владимировна нам помогает, когда мы не понимаем тему, неправильно пишем. Нам нравится наша учительница, что она красивая и добрая. Чествовать молодых педагогов, прибывших в Ленский район, руководство управления образования планирует на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. А пока молодые специалисты вливаются в свои коллективы и налаживают контакт с учениками. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 80 лет прошло со дня событий на реке Халхин-Гол в Монголии. Эту памятную дату автоледи Якутии отметили автопробегом. Фактически историческое столкновение завершилось 15 сентября, и в этот день было подписано соглашение между Советским Союзом, Монголией и Японией. Сегодня в Доме профсоюзов подвели итоги этой поездки. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. В военном столкновении на Халхин-Голе принимали участие по меньшей мере 19 якутян. Целью автопробега было отдать дань уважения и почтить память павших. С этой целью отважные автоледи из женской общественной организации «Виктория» проехали около 8000 километров. Сначала их путь пролегал до столицы Монголии Улан-Батора. Оттуда они поехали в город Чайбалсан и продолжили свой путь до памятной реки Халхин-Гол. Весь путь занял 19 дней. Путь не близкий и не легкий. Из Якутска выехали 2 экипажа. В каждом по 3 человека. Ехали с раннего утра и до позднего вечера. Сложности это были, конечно, дороги. Несмотря на то, что у нас проведена большая работа по строительству дорог. Помню, 5 лет назад мы, когда ехали, строительство велось, начиная с Нижнего Бестяха, и до Монголии. Но сейчас уже дороги уже сделаны. И на некоторых дорогах 20-40 километров в час. Это уже их 3-й автопробег до реки Халхин-Гол. Первые 2 состоялись в 2009 и 2014 годах в честь 70 и 75-летия памятных событий. В 2014 году мы установили музеи Победы Халхин-Голе, именно Халхин-Голе, установили мемориальную доску, гранитную плиту с именами 19 наших земляков якутян,
которые непосредственно участвовали вот в этой необъявленной войне. Параллельно автопробегу на месте боевой славы советско-монгольских войск побывала экспедиция Якутского регионального отделения ДОСААФ. Что поразило, все наши памятники погибшим советским, то есть солдатам Красной Армии, офицерам Красной Армии, содержатся в изумительном состоянии. Кроме этого, мы попали там на поле бомбежек, где, по одним данным, японская авиация нанесла удар, по другим данным, наша авиация, судя по всему, японская авиация. До сих пор остались воронки, не заросли. Уже в следующем году планируется масштабная международная акция при участии России, Монголии и Китая. Она будет называться «Большой Хинган». В ее рамках участники планируют пройти по всем маршрутам боев, завершивших Вторую мировую войну. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Григорий Николаев, Якутск. Теперь о погоде. В эти дни снег выпал в ряде районов республики. Нормально ли это, узнавала Ольга Башук. На большей части Якутии начало недели отметилось умеренными осадками, дождем и мокрым снегом. А в некоторых районах снег был и вовсе обильным и покрыл землю плотным слоем. Еще на прошлой неделе в социальных сетях разошлось видео жителей Аймиконского улуса, которые ранним утром проезжали мимо местности Кюбюме. Снег также выпал в Нерюнгринском районе, в Вилюйской группе и местами в Хангаласском улусе. Метеорологи отмечают, что в этом нет ничего сверхъестественного. Ночью во многих районах Якутии показатели уже доходят до минусовой отметки. Так, по прогнозам, на ближайшие 2 дня на большей части республики ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Уже завтра осадки пройдут по Вилюю, местами в центральных районах, а 20 сентября на Нижней Лене и по Верхоянию. На западе ветер ожидается умеренный, а вот в Кобяйском районе сильный, с порывами 11-16 метров в секунду. Температура воздуха на большей части республики ночью составит -3 + 2, при прояснении -3 - 8, а на северо-западе, северо-востоке местами до -10. Днем +3 + 8, а местами на юге, юго-западе, в Колымо-Индигирских районах +8 + 13 градусов. Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега, появление снежных заносов. С учетом того, что температура будет колебаться от плюсовой до минусовой, велика вероятность обледенения отдельных участков трасс. Автомобилистам необходимо поменять летнюю резину на зимнюю. Следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки. Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и осадки снижают видимость на дорогах. Пешеходам для безопасности необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам, предварительно обязательно убедившись в своей безопасности. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Нерюнгринского района. Я передаю слово моей коллеге Александре Цыбиковой. Добрый вечер. На днях в социальных сетях было распространено письмо о тяжелых условиях проживания в общежитии студентов Нерюнгринского медицинского колледжа. Напомним, в данном обращении говорилось о том, что вместе со студентами в этом общежитии проживают лица асоциального характера и что условия проживания там не соответствуют никаким нормам. Наша съемочная группа встретилась с директором медицинского колледжа Ириной Адамовной и разъяснила ситуацию. Это не общежитие Нерюнгринского медицинского колледжа. Это многоквартирный дом, который раньше находился в ракурсе рабочего общежития, построенного еще в советские времена. Он коридорного типа. Потом его перевели в многоквартирный дом. И здесь проживают, кроме наших студентов, проживают и другие жители. Над этим вопросом сейчас все работают. И мы надеемся, что у нас когда-то будет новое общежитие. А пока приходится проживать так. И то я благодарна нашему городу, что когда-то, когда еще училище в то время открывалось, и начали появляться иногородние студенты,
город пошел навстречу, потому что не у всех есть деньги снять жилье, да? Не у всех есть знакомые, близкие, у кого можно пожить на период обучения. И поэтому за эти годы нам постепенно передавалось, вот как освободится комната, мы узнаем, напишем, дайте нам, пожалуйста, комнату, ну пусть наши студенты приедут, они коммуналку, все будут платить, только ну где-то им жить. Стоит заметить, что Министерство образования и науки сообщило, что буквально в конце этого месяца часть студентов переедет в другое здание. Нерюнгринский район безвозмездно передаст помещение на 30 койко-мест для размещения студентов-сирот и несовершеннолетних. На сегодняшний день ремонт здания произведен, идет оснащение. Также сообщается, что по данному факту началась служебная проверка и планируется провести контрольные мероприятия во всех общежитиях колледжей. Нерюнгринская городская администрация оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству. Так состоялся конкурс на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в МУО в Нерюнгре 2019 год. Данный конкурс проводится второй год. Общая сумма субсидий – 500 тысяч рублей. Заявилось у нас 2 предпринимателя. Это ООО «Фирма Бухгалтер», которая получила субсидию в размере 250 тысяч рублей на модернизацию оборудования. И ИП Харин Михаил Владимирович, который получил субсидию в размере 238 тысяч рублей на модернизацию своего оборудования. Вот такими событиями была наполнена среда, 18 сентября в Нерюнгре. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий.